Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 26 ноября этого года региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Якутии был проведен Координационный совет. Особенностью данного заседания стало участие в нем членов Общественного совета регионального отделения. Координационный совет, естественно, прошел в форме ВКС. Об итогах совета нам расскажет гость сегодняшней программы. Это управляющий региональным отделением Фонда социального страхования России по республике Марина Герман. Марина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Расскажите, пожалуйста, когда и с какой целью был создан Координационный совет? Координационный совет – это коллегиальный совещательный орган, который рассматривает вопросы деятельности Фонда социального страхования в целом, и в том числе и деятельность регионального отделения. Координационный совет стал функционировать с момента вхождения регионального отделения, будучи в 2001 году, когда мы переименовались и вошли как территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации. То есть с 2001 года Координационный совет как совещательный орган ежегодно проходит, и ежегодно он проходит не один раз, а может проходить более одного раза, и освещаются все вопросы, связанные с деятельностью Фонда социального страхования. Кроме того, рассматриваются предложения наших работодателей, рассматриваются проекты исполнения бюджетов, отчеты деятельности и другие вопросы. Давайте чуть подробнее коснемся, какие именно вопросы все-таки были в этом году рассмотрены в ходе заседания Координационного совета. Координационный совет, как правило, рассматривает в первом полугодии, в частности в первом квартале, вопросы исполнения бюджета. Но поскольку жизнь внесла свои коррективы, конечно, мы Координационный совет переносили ежеквартально, и вот в четвертом квартале провели в режиме ВКС вопросы исполнения бюджета 2019 года. Актуальным для нас стал вопрос, и мы хотели довести до Координационного совета вопросы реализации в 2020 году прямых выплат, которые действуют с 1 января 2020 года. И, конечно же, поскольку присутствовали у нас члены Общественного совета, мы возобновили и обновили работу Общественного совета регионального отделения, вынесли вопрос на обсуждение и рассмотрение. Это обеспечение средствами реабилитации граждан с инвалидностью и санаторно-курортное лечение. Как мы знаем, наша республика перешла на проект «Прямые выплаты» с начала этого года. Какие уже можно подвести предварительные итоги реализации пилотного проекта на территории нашего региона? Можно с уверенностью сказать, что прямые выплаты на территории республики состоялись, они эффективны, они работают. И по итогам 9 месяцев, если озвучивать цифры, то непрерывно на протяжении всех месяцев с начала 1 января и до сегодняшнего дня прямые выплаты осуществляются, и все виды пособий выплачиваются напрямую застрахованным гражданам. Более 5,5 миллиарда рублей выплачено пособий за 9 месяцев. Если говорить по статистике, сколько назначено пособий, то таких пособий назначено в целом, если говорить всех видов пособий, то это более 275 тысяч пособий назначено. Кроме этого, мы сейчас еще осуществляем по постановлению правительства, которое началось в связи с пандемией, и выплачиваем сейчас, продолжаем выплачивать. Также это в рамках прямых выплат гражданам, которые находятся на самоизоляции в возрасте 65 лет и старше. То есть вся система, которая продумана и была задействована для того, чтобы осуществлять прямые выплаты, это значит напрямую работнику застрахованному, это действенный механизм, и это неоспоримый факт, и он продолжит осуществляться на всей территории Российской Федерации в 2021 году.
закончится внедрение прямых выплат. Скажите, а были ли какие-то сложности в период пандемии при оплате вот этих листков нетрудоспособности? Потому что, ну, во-первых, переход на прямые выплаты, во-вторых, добавились, в принципе, еще и пенсионеры, не работающие, работающие на 65 лет и старше, как вы упомянули. Все-таки загруженность сотрудников довольно высока. Ну, то, что связано с выплатой 65 плюс и старше, это, конечно, дополнительная нагрузка на специалистов в той части, что нужно было вести расчет и перечислять эти выплаты. Но в целом, конечно же, отдел наш назначения справился с этой нагрузкой, и мы подвели итоги за 9 месяцев, выявили слабые стороны и сильные стороны, укрепили наш отдел. И, конечно, нагрузка сейчас еще более возрастает на этот отдел, потому что возложены на фонд социального страхования дополнительные функции, они связаны с выплатами медицинским работникам, работающим с ковидом, и социальным работникам, которые работают в социальных учреждениях. Нагрузка действительно большая, но мы справляемся. Если сравнивать, то как выглядит сравнительный анализ выплат пособий обязательного социального страхования за аналогичные периоды прошлых лет? Если сравнивать по видам пособий, это временная нетрудоспособность, это пособие по беременности и родам, пособие при рождении и до 1,5 лет, конечно же, на первый план у нас выходит, и оно в динамике нам показывает, что за 2019 год в сравнении с 2019 годом 2020 год по временной нетрудоспособности дает нам значительный рост. И мы это понимаем в связи с чем? Эта пандемия повлияла, да, на то, что временная нетрудоспособность, наши застрахованные, работающие по трудовому договору, наше работающее население уходит на больничный, и дополнительно еще на эту статью расходную бюджета, конечно же, легли выплаты еще по 65 плюс и старше. И это существенная разница, которая влияет сейчас, и мы видим в динамике, именно по временной нетрудоспособности увеличивается в сравнении с 2019 годом. Но если посмотреть динамику по другим видам пособий, они практически на уровне 2019 года. Вы упомянули, что в том числе на Координационном совете обсуждались вопросы санаторно-курортного лечения. Каковы итоги обеспечения санаторно-курортным лечением и техническими средствами реабилитации льготной категории населения нашей республики в условиях ограничительных мер? Ну, во-первых, многие санатории страны, ну и нашей республики в том числе, в период пандемии были обсерваторами, а получатели льгот относятся к наиболее уязвимой категории граждан. Это большой вопрос и большая тема для обсуждения, поэтому мы пригласили членов общественного совета, куда входят общественные организации с инвалидностью, людей с инвалидностью. И мы именно обозначили особенные темы, особенный вопрос в части обеспечения техническими средствами реабилитации в 2020 году. Очень сложно было заключать контракты. Исполнение контрактов было очень трудным, потому что люди уходили на удаленную работу, закрывались предприятия, которые осуществляли изготовление тех или иных видов технических средств реабилитации. Но, тем не менее, первый транш, который мы получили в начале года, и контракты, которые были заключены, доставка технических средств реабилитации была произведена весной. И с соблюдением всех мер безопасности и санитарных норм, и защитных мер мы доставили средства реабилитации с помощью наших уполномоченных, с помощью соисполнителей этих контрактов. Большую роль нам оказывали волонтеры, и мы им очень благодарны, и отметили работу волонтерского движения в республике.
А что касается второй части большого этого вопроса, обеспечения санаторно-курортным лечением, мы понимаем, что когда только объявили о том, что приостанавливается обеспечение санаторно-курортным лечением и санатории приостанавливают свою деятельность, мы должны были скорректировать свои государственные контракты. Мы очень надеялись, что после полугодия мы сможем направить нашу категорию граждан на лечение. Но, к сожалению, до сих пор продолжаются санаторные курортное лечение находиться в обсерваторах. И сегодня мы обозначили это, естественно, как ключевую проблему и задачу для того, чтобы несостоявшиеся контракты и та сумма, которая была выделена региональному отделению, мы дополнительно ее получили на 2021 год. Мы уже спланируем с учетом тех рекомендаций, которые установились в санаториях, как внутри республики, так и за пределами. И с учетом этих особенностей уже спрогнозируем выезд наших граждан на лечение. Но надо сказать, что детские контракты мы все исполнили, и граждане смогли в третьем и четвертом квартале поехать за пределы республики и получить лечение в санаториях. Кроме этого, какие еще основные итоги Координационного совета вы бы могли подвести? Ну, в первую очередь мы обозначили для себя и по всем вопросам, особенно второй вопрос, который мы рассматривали, это прямые выплаты. Для нас сейчас очень важно, чтобы граждане, которые получают выплаты по всем видам пособий, обязательно получали эти пособия на карту МИР. То есть в свете тех ограничительных мер, которые были приняты по всей территории Российской Федерации, продление оформления карты МИР было пролонгировано, и оно сейчас пролонгировано до 1 января 2021 года. Это значит, каждый работающий гражданин, который получает пособие по любым видам пособий, это будь то беременности, роды до 1,5 лет, обязаны оформить карту МИР. На сегодняшний день население, которое получает пособие, только 46% получает на карту МИР. Остальные получают на другие карты. Это особенность, и мы ее отметили на Координационном совете. Следующий момент. Мы поставили перед собой задачу усилить адресную помощь с льготной категории граждан населения, с привлечением также волонтерского движения. Приняли решение, что в условиях ограничительных мер мы сейчас не ведем личный прием, активизировать работу наших граждан с инвалидностью для того, чтобы они получали всю информацию из электронных средств массовой информации. Подача заявления осуществлялась только лишь через портал госуслуг, либо через электронные средства связи. То есть можно на электронную почту регионального отделения, чтобы минимизировать приход граждан, а это граждане с хроническими заболеваниями, как правило, и граждане старше 65 лет. Вот для себя мы обозначили и для Координационного совета эти ключевые моменты. Марина Евгеньевна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Благодарю. Это была программа «Актуальное интервью». Об итогах Координационного совета и на работе Фонда социального страхования мы говорили с управляющим региональным отделением Фонда социального страхования России по Республике Саха-Якутия Мариной Герман. Берегите себя, обязательно носите маски, соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах и как можно чаще дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.